Сегодня ролик будет посвящен 10 необычным, крутым и просто интересным играм на твой телефон или планшет. И всем привет, братюни-сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если хочешь больше топов. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Но перед началом ролика... У друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. В этой игре нас ждет огромный открытый мир, запутанные квесты. Сюжет игры рассказывает о событиях, произошедших в далеком 1874 году, когда случился страшный шторм. Он произошел на острове под названием Скер, куда на мель попал грузовой корабль. Знакомство с сюжетом происходит при помощи многочисленных записок. Сделано это довольно интересно и не надоедает. Играть предлагается за человека по имени Томас Эванс, который приехал на остров, чтобы лично увидеть знаменитый отель. А оказавшись на месте, он понимает, что отель опустел, выглядит заброшенным, и здесь его никто не ждет. По мере прохождения игры вам предстоит раскрыть страшную историю проживающего здесь ранее семейства и раскрыть все тайны. Мы должны будем использовать звуковое защитное устройство, стараться оставаться незаметными и прятаться в самых разных укрытиях. И к тому же над головоломками нужно будет подумать. А к особенностям игры можно отнести интересный симбиоз жанров, квест и хоррор, крутые звуковые и визуальные эффекты и запутанный и интригующий сюжет. Весьма интересный по своей задумке симулятор полицейского. Нам предлагается не просто набор миссий, а полноценная сюжетная история с развитием ситуации, ростом персонажа, а также прочими элементами. Главный герой станет молодой служитель закона, недавно окончивший академию. Он попадает в город, поделенный на зоны влияния разных группировок. Хрупкий баланс вот-вот будет разрушен, и наш подопечный окажется на передовой бойне банд, где он из зеленого новичка превратится в матерого ветерана полиции. В целом очень прикольно, поэтому советую поиграть. Лайт, передай мне, пожалуйста, привет. Я очень давно прошу. Без проблем. Юрец, привет тебе. Это, пожалуй, революционный шутер от первого лица на нашей мобилке. Игра с говорящим названием, доступна в режиме бета, поэтому могут возникнуть незначительные проблемы с управлением и баги. Разработчики уделили немало внимания не только геймплею, перестрелкам, но и оформлению персонажа. Со старта доступен продуманный редактор, позволяющий выполнять тонкую настройку лица, изменяя цвет кожи, размер глаз, брови, губы и прочие не менее важные черты. Смотри, кстати, что у меня получилось. И детализация для шутера, на удивление, вышла на новый уровень. Хотя в то же время зачем? Ну да ладно. Игра понравится как поклонникам классических шутеров, так и любителям РПГ. Сам геймплей напоминает обычные столкновения двух игроков на специальных аренах, где каждый раунд меняется оружие и стороны. Для победы нужно набрать больше очков, чем оппонент в течение 5 раундов. Ничьи быть просто не может. Уничтожив оппонента, вы зарабатываете 1 очко. В качестве оружия используются снайперские штурмовые винтовки, пистолеты, дробовики и ножи. В зависимости от выбранного оружия меняется манера стрельбы, отдачи и наносимый урон. В целом выглядит и играется круто. Поэтому советую как минимум посмотреть. А ссылочки на все игры из этого ролика ты найдешь, как обычно, в описании к видео. Это игрушка, в которой предстоит тестировать технические возможности разных автомобилей, предлагающие огромные просторы для испытания, тренировок и совершенствования своих навыков вождения. А реалистичная система повреждений делает каждую ошибку фатальной. Малейший промах тут же отражается на состоянии автомобиля, требуя от водителя максимальной аккуратности и внимания к выполнению заданий. Также есть свободные поездки по разным локациям. В вашем распоряжении более 60 автомобилей, которые можно будет в будущем
будущем настраивать и модернизировать, подготавливая их к реальным условиям и преградам, включая грязь и сложные трассы. Но это все мы ждем в будущем. Игра очень напоминает легендарный BeamNG Drive, благодаря продвинутой физике столкновений, позволяющей оценить последствия даже незначительных поломок. Вы сможете проехать по любому из доступных гоночных треков и после заезда изучить состояние авто. Или можете вообще просто веселиться. Тут есть режим слоумо, что делает столкновения очень эффектными. А вообще, игрушка мне очень понравилась, поэтому советую поиграть. На самом деле даже не вспомнить, когда последний раз выходила игра, похожая на Макс Пейна, с видом от третьего лица, возможностью замедлять время в режиме слоумо и тесными коридорами, сквозь которые реально прорваться, лишь опустошив добрую четверть боеприпаса пистолета. И на самом деле то ли это история про вампиров, то ли мрачный рассказ про персонажа, пережившего последствия несчастной любви и отчаянно погружается вместе с говорящим лифтом на самое дно безысходности. Честно говоря, я не понял. Напиши в комментариях, как думаешь ты, если уже играл. А тем, кого интересует только экшен, будет гораздо проще. На старте игра впечатляет. Игровая механика довольно проста. Это бей, стреляй, открывай двери и замедляй время. А оформление уровней и общая атмосфера нуара навеивает славными воспоминаниями о времени, когда первый Макс Пейн только вышел. И немаловажной деталью тут является это оригинальные саундтреки. Главный герой периодически зачитывает рэпчик в ходе прохождения того или иного уровня. Звучит свежо, но в то же время странно и необычно. А огнестрельного оружия тут прям предостаточно. То есть выбирай любое. Это научно-фантастический шутер на движке Unreal Engine 4 с красивой графикой. События игры берут свое начало в 2036 году, где наша планета столкнулась с параллельным миром. Вы, наряду с другими бойцами организации изучения сверхъестественных объектов, выдвигаетесь на поиски причины возникновения аномалии. Главная героиня столкнется с невиданными монстрами, над которыми ей придется одержать верх. Используйте не только меч и оружие для атаки, но и специальные умения. Также тут будет кастомизация, позволяющая наделить персонажа уникальным стилем и набором навыков. Игрушка правда прикольная, но довольно коротковата. И в целом советую поиграть. Игрушка позволит сыграть в историю о войне ниндзя, зове долга и внутренней борьбе главных героев как дома, так и в дороге. Игра рассказывает о становлении Наруто на путь ниндзя. Нам предстоит стать свидетелем истории о превращении неумелого юнца в героя деревни скрытого листа. Игра охватит события всего первого сезона аниме. Одно из преимуществ этого аниме в том, что размыта грань между злом и добром, где некогда можно увидеть положительных героев с отрицательным вместе, ибо точка зрения на силу, истину и методы достижения целей у каждого своя. При этом сама игра предлагает на выбор более 100 игровых персонажей. Разнообразие однопользовательских и многопользовательских режимов сделает из вас грозного бойца на своем пути. Выглядит и играется очень приятно, поэтому советую. Это жуткая история, где вы просыпаетесь в незнакомом доме, испытывая дезориентацию и боль перед запертой входной дверью. Исследуйте мрачную обстановку, полную поджидающих монстров. Вы должны собирать предметы и принимать критически важные решения для выживания. Игра отличается современной графикой, что позволяет реально попугаться и сочетает в себе механики шутера, позволяя защищаться, если вы будете вооружены. Уделяя внимание атмосфере, вы столкнетесь с чувством одиночества и страха, а сюжет черпает вдохновение из известных тайтлов, таких как Silent Hill и Resident Evil. При этом вся история будет в записках, которые придется изучать. Это крутые гонки на великах. По извилистым трассам 12 игроков будут спускаться по опасным горным склонам и соревноваться в двух режимах. Это классические и заезды с бомбами. Доступно 12 трасс и более 200 предметов для персонализации наших велосипедистов. Каменистые каньоны, пустынные барханы и даже заснеженные горные вершины. Это далеко не полный список локаций, в которых будут проходить заезды. В классической гонке самые лучшие награды достаются первым 3 финишировавшим игрокам. Режим с бомбами комбинирует гонки на время и на вылет, в которой определенное время находится на самом последнем месте, взрывается и выбывает из заезда. При этом разработчики обещают большие обновления в ближайшем будущем. Поэтому кто соскучился по великам, очень советую поиграть.
очень и очень прикольный симулятор работы в гараже. Вам придется заниматься ремонтом и модернизацией автомобилей, так что впереди замена деталей, исправление работы и улучшение, что в итоге порадует заказчика, а также позволит нам вдоволь протестировать полученные результаты на городских улицах и на гоночных треках. Красивая картинка, интересное управление в процессах, постоянный рост и развитие, знакомство с устройством разных моделей авто и многое другое, что вместе делает игру крайне интересной и приятной для фанатов. Копание под капотом. Ну а это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас можешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. В свое время наделавший немало шума южнокорейский сериал «Игра в кальмара» рано или поздно должен был стать видеоигрой. И вот это настало. Игрушка близка по духу к той же Fall Guys, взятыми прямиком из сериала уровнями, но я думаю, вряд ли кого удивит. И если уже хочется попробовать, то она доступна в Индии. Вот можешь скачать вот эту штуку и попробовать. Ну а меня звали, как всегда, Лай. Ставь лайк, подписывайся на канал и смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока!